В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится четверг, 2 апреля. На страже закона. Вся эта работа проведена совместно со всеми территориальными органами исполнительной власти нашей республики. Рамзан Кадыров заслушал доклад о результатах деятельности чеченских приставов за 2025 год. Режим восстановления. Самые уязвимые места восстанавливаются первыми. Задействованы абсолютно все ремонтные службы. Как республика возвращается к привычному ритму жизни после аномальных дождей. Жизнь после стихии. Очень активно ведется работа по внесению соответствующих данных в программное приложение ПГС. Вопросы ликвидации последствий непогоды и оказания помощи пострадавшим обсудили в правительстве. $4 миллиарда взыскано, 700 тысяч исполнительных производств закрыто. Таковы итоги работы Чеченского управления Федеральной службы судебных приставов за 2025 год. Эти цифры руководитель ведомства представил Рамзану Кадырову в ходе рабочей встречи. Эффективные показатели вывели республиканское управление в лидеры федерального рейтинга. О том, как чеченские приставы стоят на страже закона, в репортаже Линды Джамалдиновой. Когда по всей стране подводят итоги, имя Чеченской Республики звучит в рядах первых и лучших. Занять высшую степень среди федерального рейтинга территориальных органов – задача не из легких. Руководитель субъекта проводит рабочую встречу, интересуясь о проделанной работе ведомства за 2025 год. По итогам 2025 года служба судебных приставов по Чеченской Республике признана лучшим территориальным органом России. Это хороший результат, и я вас с этим поздравляю. Хотел бы сегодня услышать от вас информацию о вашей работе и о том, как налажено взаимодействие с другими органами исполнительной власти Чеченской Республики. За прошедший год нагрузка на приставов выросла. В работе находилось более 1 миллиона дел. Несмотря на колоссальный объем, Федеральная служба судебных приставов по Чеченской Республике показала рекордную результативность. В пользу государства и граждан взыскано 4 миллиардов рублей. Это почти на 700 миллионов больше, чем годом ранее. План по фискальным платежам перевыполнен в 1,5 раза. Уважаемый Рамзан Ахматович, действительно, управление по Чеченской Республике по итогам 2025 года признано лучшим территориальным органом. Это произошло впервые в истории нашего управления. Произошло это прежде всего благодаря непосредственной вашей поддержке, постоянному вниманию, которое вы оказываете нам, а также при координирующей роли Совета безопасности Чеченской Республики и правительства Чеченской Республики. В минувшем году управлением проведена работа согласно поставленным вами и руководством службы задачами. Основное направление деятельности – это организация исполнительного производства. В производстве судебных приставов исполнителей нашего управления находилось 1 302 000 исполнительных производств, из которых окончено 815 тысяч исполнительных производств. В том числе фактическим исполнением, то есть полным погашением задолженности, исполнено 688 тысяч исполнительных производств. В результате принятых мер, Рамзан Ахматович, нам удалось взыскать почти 4,2 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда взыскано в бюджетную систему Российской Федерации. В том числе 902 миллиона взыскано в бюджетную систему нашей республики. Данная работа нами проводилась в рамках исполнения ваших поручений по активизации работы о взыскании задолженности по налоговым платежам. В том числе проводилась работа по активизации работы по взысканию задолженности по коммунальным услугам. Прежде всего, вся эта работа проведена совместно со всеми территориальными органами исполнительной власти нашей республики, с представителями Управления Федеральной налоговой службы, с управлением ГИБДД. В ежедневном формате по состоянию даже на сегодняшний день проводятся рейдовые мероприятия как по адресам должников, так и по
непосредственно на дорогах нашей республики. Такая сверхпродуктивность стала возможной благодаря своевременному укреплению команды. По инициативе Героя России Рамзана Кадырова штат ведомства расширили, что позволило существенно снизить нагрузку на каждого исполнителя и повысить качество работы. Отдельно хотел бы поблагодарить вас за содействие увеличения штатной численности нашего управления. Как мы помним, вы озвучили свое пожелание в ходе встречи в конце 2024 года Дмитрию Васильевичу Аристову о том, что у нас высокая нагрузка. Дмитрий Васильевич полностью поддержал ваше пожелание, и в начале 2025 года штатная численность управления судебных приставов, исполнителей увеличена на 30 человек. 82 горовая, инза 112 горовая. Помимо этого направления деятельности, силами нашего управления, Рамзан Ахматович, обеспечивается безопасность 18 судов общей юрисдикции и 66 судебных участков мировых судей нашей республики. За время несения службы никаких происшествий не допущено. Все плановые и прогнозные показатели, а их 44, которые оцениваются, исполнены в полном объеме и перевыполнены. С особой чуткостью подошли к защите прав участников специальной военной операции. Приставы Чеченской Республики за прошлый год приостановили и прекратили более 22 тысяч производств в их отношении. Отдельно хотел бы обратить внимание на работу по организации содействия участникам СВО Вайнмахар закону и изменению участник ШНА. Прекратить С начала проведения специальной военной операции почти 23 тысячи исполнительных производств на 922 миллиона соцлиндуя, то есть СВО дало вежешкара и дихар взыскивать садеш. Инскрич регион шкацун болха цер заявление ци соцвашдуиза уйдал чоха штаоши дагадула. Сега связь йол школьот, школьте заявление язу иш йол школьот, школь цундера, штабарт бина военкомации, хорк ирнах, контракт, дин бол участник, информация, which трэш дол чуай проверять тешь, из-за тер считаешь арест, знаю, что производство прекратить да еще чем прекратить тешту, приостановить да еще чем приостановить тешту. И бог бона беш. Чоди бабу да снан да седан. Üs Valbudástan, Gentidon, vagy Dénbaklar Üs Budástan, vagy Pacsáklar Üs Budástan, Cec Dolondon, Lérendil Dízdástan, és Lérészalon, és Patodindon. Безопасность судебной системы в регионе сегодня – это зона абсолютного спокойствия, стопроцентная реализация заявок, безупречное дознание и отсутствие инцидентов. Отдельно в 2016 году принятен концепцию духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Его поручение муфтияту беш болхбу и оуш бөлдүзал шоуш тоуш такуяш болхбу туна кыйштай коллег халадок дозалду оймахкаха по семейным спорам и по алиментным платежам практически исполнительное производство шхульшдаться ишадега хаберкатту далазват обалдон аман хажи нерберкатту ондал диканс бекан болдел ресалил Троя одам ладвашлона кредамус нерта обойна ночи халана махкана пайда долшкай дуашлоко. Дерасан за пирамид бахту статин удрят визидасан да аегдизан. Просто сотрудники сюда доктором маршалу док барклдерезадан пиравелачдан yok paçalkadan dok dazaldudasdan. Şu halva boşnadan şey ayıkşdan. Dokşudas şimdi sürgüre tok barkalderezalardan. В завершении встречи наступил приятно торжественный момент. Главный символ профессионального признания за первое место переходит в руки человека, чей личный вклад в развитие службы имеет огромное значение. Лучший территориальный орган 25 года это Ahmad Sila. Det är det som är
2 награды за общую эффективность и за лидерство в исполнительном производстве теперь в Грозном. Чеченская республика вновь подтвердила, если за дело берется сплоченная команда единомышленников, результат всегда будет безупречным. Быть первым в своей территориальной группе – это достижение. Быть лучшим среди всех 89 субъектов огромной страны – это уже история. Сегодня чеченские судебные приставы задали планку, дотянуться до которой будет крайне непросто. Но главная награда для ведомства – это реальная защита прав граждан и незыблемость закона. Лимда Джамалдинова, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. 100 домов для семей, наиболее пострадавших от разгула стихии, возводит в селении Новый Биной. Рамзан Кадыров лично оценил темпы работ, подчеркнув, что восстановление жилья – главная задача. Инспекция продолжилась в населенных пунктах Биной и Кундухово, где сейчас идет активная ликвидация последствий непогоды. Репортаж Мадины Кураевой. В Новом Биное уже 4-й день продолжаются строительные работы по ликвидации последствий наводнения для жителей Нажаюртовского района, которые пострадали сильнее всего. Дома возводятся индивидуально для каждой семьи. По словам ответственных, все необходимые ресурсы для завершения строительства в кратчайшие сроки уже имеются. Основным ограничением остаются погодные условия. Эту грибару в основном может на высадку, даже что сколько. Эту грибару, вот что оборудование сверху, на сполна куда доллар, а вот он даже так, юга, что шахад рис, будет шаги рагу, шаги капец, да, и материал, что информация, что нахна сделал поручение, звено у горбоку, с хайлично на контроле, на основном, да, вот сразу сигана месте, чьи поручение шла, ша вопрос лично контроль على كردو شايف فوق شاش لا وصل دي المصور صلاح جو ماشي ضايته ولا ماشي وفر قدنا حيت بروبليم خلينا شي عصنا قاعده وهو قدنا شباب خلينا شو حال خلينا شويه توي قال سالته على طول السبب سويت وي رقم ليني دي دور توك جو سيار جو شو ورم داشق بور شو توك جو حياه شهر غاز جو حياه شهر مصور كومونيكاسي يمشي مصور هو يوش وبابي تشار لا ولا واقع مصلحه لا حاضر قولي لا قبل انت وجيش طب دو يقرا شو قعدوا وجب برد يعني مثلا قولي لا ولا هو دينا اكيد قولنا الشيء ده دينا تقول له عشان هذا الشيء بس هو يصير لا اي شيء رجع هذا الشيء مش مصلحه пропуск пришедший, если когда ходил шишку, а он что, один доллар, два модели, да, один доллар что, так да, шарик восстановление, а я поручение ближайшее время шарик дал, дал. Полным роком. О, да. Закон на حنبت من ده 15 до 18 قطع سيلانا جرى كيسات أحسننا بهذا نوعي هو ده أنا ده كتير مشهور له وخلك شيء كيف هو خلا نعم صوت واحد شيء اللي قصينا ده بس هو وانا إذا وانا هو بستين لا فوق حتى فرق الزونة ده كله عوده كله أنا شو قالش ده ماشي имущество компенсации. В общем, если я круглосуточно, весна, собьешь, круглосуточно, добьешь, знаем, будешь, у тебя данные шьешь. Вот то делаешь, что мы разорвешь, и хаве, ничего, сборы, изилен, добьешь,
даже в учебные заведения школы, этичные школы, тики на больше, еще даже администрация шляби, за что на государственные Строится 100 домов, при этом самое маленькое жилье составит 126 квадратных метров. На этом месте скоро появятся новые дома, в которые с радостью переедут семьи, оставшиеся без крыши над головой. Поселок планируют завершить к маю. После проверки строительных работ в Новом Биное глава республики отправился в Нажаюртовский район, откуда и будут переселены люди, лишенные крова. Ранее в муниципалитетах, пострадавших от стихийных бедствий, передвижение было крайне затруднено. На сегодняшний день ситуация под контролем. Главе региона доложили о предстоящих работах по восстановлению и прокладке электросетей. частичний повне повреждення масит категорії. Оля авол таннега дин айнет адует швуконник. Шебохом ла зимразне слога, твой частичний дух. Данные клюш кисловой, ден виден, кюрен дени, до чуин yok, отдельно линия я, бог перзи, отдельно линия я, руслови, по полной линии да я, так не матекшлет. Тёгол чулини материалы махлёш, тигарыз бекеш топшу, инсхоки, таван кандал мога, вот. Сынцов шартек шолны еч, эт еч тас еч иштелеш ёш. Дерин таван кандал дева, тигхала линии. Податирую, скором бенчу податирую. Основной проблем – это что подстанция линия из Татаен до Дюч, лат das würde идешь, тилш едешь. Ю идат несич, ю это лучше, что стерин царим стабильный ду. И это подстанция плакатовая, дорчиги das это. Техник это я лучше модель, я сацар больше. Техник это я чуешь, трактор стализиешь, что больше. Здесь Рамзан Кадыров пообщался с рабочими, занятыми на строительных объектах. Они поблагодарили его за внимание к судьбе пострадавших жителей. لا تبيع بزن ديل على كنت يرز خلي تعبرن ديل وقن ديل بو لا دشق رمضان هذا ديرز هلا да لا تبول. В Биное жители рассказали главе региона о наболевших проблемах села и обсудили пути их решения. رمضان وقل حال أحمد عشان وقت بوليش أنا شنقل هذا البيرك دار هالدين هريوت قال لي لا صح هذا هر وزر آتیشم بودش. هیچ سخبر داخلشون یه دارگو حالا باکن جرد. هریوش تقاط قبل بوشن آلر. یاسی از ویدن حال دال دبا هنچ کارگیلا هر واحد یخشی وچون. فوق یود پلاست ایشتیو. تا تون بعدی دیز دیل اشتریوت. ولد داولنا تو اشتحان خیلی جبال خیتره اشتریوت. دین لا تمال لا ارتو. هم بعضو حاله وعه هیچ لو یوغا. بس هنز واحد يأكل مش ديل ريز خلقه يل شيء ريز هو يرتنا صدق عدا هم دوزك شن شو عم يحشوا هو حالها 100 متر واحد يجد إيه إشتى يوشيو بيسنا بيجسا يحش مصر بيمسح واحد شو هذا بس دينا حلوانا يو واحد إيش أشلو قلنا بعلقنا مسانا يلا قال ريوست يطلع الساعة يقول لك صداع شروع معانا صداع خلطوا من يشوف صداع
Bir nasıl ara boş. Yurtlar arba hava tahtisini Ya bak bu vaziyette. Toz yurtlar imam unqa yurtlar vaqtina tegina ta bir zudri berigi arba يوغا تاع أول شحالدو حوين شو خزا خيتهم داير رئيس خلا هو أجي شو خز خيتهم داير دي كانت بيخم بايرهم تاق أحدلو شتو نا واستبيش شتو يا تقديدو تونخا شتو داير رئيس خلا أصلا نابا يوسف تبغى نبغى قلبه إذا يتوقع تسيتها نكابل تسب لو بس وجدت مكان حفظ يزبوش نبو أبوهم تسمع دعوتي 11 في دون تير في دون لاتسلات شبكوا ديوش لاتسلو داستون ويقول تزعم هذا شبكي حال بيكمل بسديش بون يا أنا أبو غاز نابو سويت نابو داس مصال بيكمل بسديش بوش بو تو بيجي تراس الليل داس أطلق روش تيشتون ليل شو داستون يلا سيف شو أتبر عم دون كيش شو ده يو كيش تعالى يو شو يسوي يتين دون إذا قابت ناورد ميني ونبي قابت ناورد ده يخان شو عند جليون يتداعي تنام دون شو نأتو بيك ليلو غير نطلع المرة إذا بعد الضوء حلي تلقوا دون تشتغل يرتان بالا خل في نقطة دير رئيس دير رئيس دار بوك شنو وينه دير رئيس الله İşte Lüyüz kaç. Onlar da kıldıkım, derdez kıl, daldık vakvay. Далее Рамзан Кадыров посетил село Кундухово, которое также пострадало от стихии. Глава Гудермесского района доложил, что ситуация под контролем. Ответственные службы сработали оперативно, благодаря чему удалось обойтись без жертв. Ведется восстановление инфраструктуры и социальных объектов. Вода отошла, осталось очистить поселок от ила и грязи. Jag ser att du är med dig. Han var med mig. Har du råd? Ja, hoppar på ut. ليس نروح كل شان دينو محمد أروح بيت حباكي تنا وبوسي بين مليون ويا نكسر كامل ورود رون ريون بس بتحمل وتاروال شيخ كون دي أريد نيقل يحيى فأمشي أخلو ما داشي فزع يقدم سبستي ده يوكوا بيتسوت شمتك أروال سلاري وتقوي ورا الشعب تيجي ماشين سلاس شوف في ترد مليون وجيت تمشي مقتلتي ورا يبوش وستيش تبصي تحقدم تحنو ولا صوش ديل ويتنس راح يصير وانس أرز داخل بعض ريز أو عالش ولا مصو مهدي فسلت خط وحدة سنتر سان سنتر كون استعب دقيقة نيا سينز دول دلت وتنو ضايع هينز كوك بيل نت كيوسر هينز إذا تسني يشتو ساعات ترتو ساعة ما يسني هذا يشتيلو وحدة فسلت وده ده هينز هتشوين كمان ماشين جير مصوهم وريسبوبليكا عمل وشو وديش معهم سألة هي قدوة خدع وزوش خطة باقش بلغي بوي لعبوش كيرو وجد مصوم أصلاً خلزون إيو كيربيتشني إيو لبقى إمكا وسم إيو غازوي تروباش هيرشين Etikete Hokkeda jük maşini insan böyle yoluşuyor. دي عول بيتايا Şimdi sırada diyor. لازم بقعد يرتون يشك إذا بقعد نسلا خدهم تعيو شو مدات. ديلا وصون تحيف نعش. هدول ما حلوش تقول كده. بقول كان وصون دوش لقون. ما حلوش مدات ده رئيس الله ده عالش ولا. الله تول خطر. آمين آمين. آمين آمين. تبقى باهر ويا شيء عليه وعيد يوم تعطينا تعطي بالله بوش الميستي الميستي رملا مانش هذا سبيتاليش ايه باهر كل سودش ايه بيسي دوش يعني من تودي عثمان صحابك يوم ايتيش تيش صحابك مسألة يوم نير كير شادش زغرجات يش اعمال تحسيمية تحوسم شو كده الوقت شيء كان بينساتي يوسم انجاش شو شيء كيش ديش شو واحد زين صون داجن مش شو يوم اكتر توديش مصر كرتاويج كرت خلدل زي الواقع يعني قز الحمد لله حبوش حبيش administracja خلات عشقاء متاحة شتابيوه دعي لنا يرجبني ماتش توقع هرهم كل ستيج عواز عم سخو شوي كل سلاز وقع بني ماتش هو كيرش شكرا وقت دول دين عم دول ناغنا سين وشو نك بيسووا شوي كل administracja مش عايز يسويها شوي كل حق فستان شتابيو دين أحبوسا بيو شخص مينا وقتنا كل يسوق بني ماتش كيرش
Глава республики подчеркнул важность своевременной помощи пострадавшим и поручил усилить контроль за ходом восстановительных работ, чтобы новые дома и инфраструктура были построены качественно и в кратчайшие сроки. Мадина Кураева, Шамсудин Джабраилов, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Под председательством вице-премьера-министра экономического и территориального развития Рустама Шаптукаева состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Главная тема – устранение последствий стихии и поддержка населения. Сейчас основная задача – максимально оперативно и точно подготовить списки поврежденных объектов и обеспечить качественную фотофиксацию. От этого напрямую зависят сроки и объемы поступления федеральных средств. В плане восстановления объекты здравоохранения, образовательные учреждения, парковые зоны. Профильным ведомствам поручено в кратчайшие сроки согласовать данные с федеральным центром, чтобы оперативно начать ремонт. Ведется также работа по выплатам компенсации жителям, чье имущество пострадало во время непогоды. Ситуация находится на личном контроле главы. В сумме общего ущерба, предварительного ущерба, скажем так, мы сейчас подводим итоги, формируем данные. После того, как у нас сформируется оценка, предварительная оценка по нанесенному ущербу, она будет заявлена в соответствующее федеральное ведомство. Выплаты материальной помощи пострадавшим гражданам Чеченской Республики сейчас очень активно ведется работа по внесению соответствующих данных в программное приложение ПГС, в соответствующую ячейку государственного портала государственных услуг. Также, помимо того, что сейчас муниципальные районы и МФЦ, многофункциональные центры республиканские, оказывают содействие и вносят указанные данные, гражданин сам может заявиться через портал госуслуги. Расчистка завалов, ремонт коммуникации, помощь тем, кто оказался в беде. В республике продолжается кампания по ликвидации последствий непогоды. Устранению повреждений привлечены все профильные службы и тяжелая спецтехника. О том, как справляются с вызовами стихии, что уже удалось восстановить, в репортаже Турпалали Тайсумова. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации продолжается. На местах работают специалисты по восстановлению подачи электроэнергии, а также сотрудники газовых служб. Чтобы убедиться в эффективной работе по устранению временных неудобств, в регион прибыл заместитель начальника отдела управления территориальной политики МЧС России Станислав Самойлов. В одном из муниципальных районов обход вместе с ним совершили члены правительства Чеченской Республики, а также руководители энергетических служб и администрации муниципалитета. Наш местный Минавтодор, он обратился в Росавтодор России, чтобы прислали комиссионную группу подтвердить ущерб. Им нужно ли обратиться к своей головной, чтобы оттуда им комиссии направили для подтверждения ущерба? По большому счету на данный момент вот эта процедура, они же длинные, мы обращаемся, пока рассмотрим. Надо уже восстанавливать. Электричество надо сегодня подавать. Поэтому вот этот механизм, пока мы прорабатываем, если честно сказать, вот это все, что мы сейчас делаем, это нам помогает фонд наш, имя Ахмат Вазиров. У нас фонд есть. Вот это все материалы, все вот это они нам покупают. Поставленные задачи главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым оперативно решаются. Во многих населенных пунктах подача света восстановлена полностью. Самыми сложными в этом плане остаются горные районы, отметил управляющий директор Чеченэнерго Иса Кадиров. Масштабные работы велись в разных муниципалитетах, в первую очередь в тех, где ситуация с электроснабжением была одной из самых сложных. Люди выражали слова благодарности в адрес руководства региона за оперативное решение этих проблем. Сотрудники аварийных служб делают все, чтобы электричество поступало людям бесперебойно. Оперативно отреагировать. Думал, что он исходник чуромател, буквально за короткий срок хайлертуак, он делает исход, Чеченэнерго, он har шахар систем наладит и не почана делает исход. Sen barik gaynas on tediat dagudol osu باهم شبه حبل اتوك تويش إشت خزناه سن أرابل قال لي تويش
توكلاتي هو انرجيتكس ديريز غل هغارنا اق خوش وش لا تايش هغار بول большой мой пачана дерез غل. Дождливая стихия оказалась сильной, но в регионе с последствиями хорошо справляются. И это касается не только электроэнергии. Газоснабжение, вода и дорожная инфраструктура приводятся в порядок. Самые уязвимые места восстанавливаются первыми. Задействованы абсолютно все ремонтные службы. Турпа, Лолита Исумов, Моусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Контакт-центр Чеченского отделения Социального фонда России празднует 5-летие. С первого дня работы он стал связующим звеном между государством и гражданами. 2 линии поддержки, 125 профессионалов и десятки ответов ежедневно. Вот реальный масштаб их работы. Специалисты консультируют людей по всем вопросам пенсионного и социального обеспечения, помогая разобраться в нюансах и правильно оформить любую услугу. Сегодня центр – ключевой инструмент оперативной помощи для жителей. Эффективность в том, что гражданин, сидя дома, может набрать нас по единому номеру и задать свой вопрос по 4 ведомствам. Это СЗН, МС, ведомство МС, Роструд и Социальный фонд по этим вопросам. И если это вопросы общего характера, то мы консультируем. И если более детально, то если требуются персональные данные, то мы переводим на вторую линию своего региона, своего ведомства. С начала года Россельхознадзор пресек незаконный ввоз в Чеченскую Республику свыше 1700 голов сельскохозяйственных животных. Не пропустили через границу без ветеринарных документов 600 голов крупного рогатого скота, 1125 овец, 10 лошадей и 6,5 тонн подконтрольной продукции. Это говядина и колбасные изделия. Весь нелегальный груз отправлен обратно в пункты отправления. С перевозчиками провели разъяснительную работу о правилах транспортировки. Контроль за безопасностью продолжается. Инспекторы ведомства дежурят на 4 постоянных и 8 временных контрольно-пропускных пунктах для обеспечения эпизоотического благополучия региона. Грозный официально открыл сезон легкового автокросса. На старт чемпионата и первенства России вышли сразу 80 экипажей из самых разных уголков страны. Борьба за секунды и победные кубки первого этапа в репортаже Ахмеда Рамазанова. Пилоты рвутся показать свое превосходство в заездах. Каждый из них стремится к лидерству на трассе и обойти своих соперников. Гонка проходила в рамках чемпионата и первенства России. Всего за место на подиуме соревнуются 80 экипажей. Заезды проходят сразу в нескольких классах. Приезжая на соревнования, организатор дает всем право участвовать в свободной тренировке, потом хронометрируемые, все едут на время, без соревновательного эффекта. По этому времени расставляются на 3 квалификации. В каждой квалификации тот, кто занимает большее количество, выше места и большее количество баллов, они выстраиваются уже в полуфиналы. Из полуфиналов по 5 человек в суперфинал. Победители суперфинала получаются победители этапа чемпионата России. Грозненский автодром, крепость Грозная – это 1205 метров напряженной борьбы по грунтовой трассе. 8 сложнейших виражей, перепады высот и гравийная крошка превращают гонку в настоящую проверку нервов. Для того, чтобы быть готовым ко всему, пилот вместе со своими механиками подготавливает машину специально под трассу. Вот здесь, в зоне технического контроля, участники готовятся к своим заездам, проверяя транспорт на исправность. Соревновательный дух не терпит компромиссов. Если хоть одна деталь уходит из строя, это может фатально сказаться в участии в соревнованиях. Поэтому каждый винтик и каждый проводок проходит двойной контроль. Дмитрий Юшков рассказал, что машину подготавливают дома, а потом в ходе тренировочного заезда дорабатывают. Если машина выходит из строя, такое бывает нечасто. Бывает у машин гнутся рычаги подвески, бывает колеса даже отлетают. Если участник может продолжить участие, он старается доехать до финиша. Рустам Фатхудинов занимается автоспортом 14 лет, но в соревнованиях по автокроссу участвует впервые. При этом выиграл несколько квалификационных заездов и попал в финал. Он поделился впечатлениями от состязаний. Трасса сильная, с ямами, но, как мне сказали, это изюминка кросса. И то, что Грозная по подготовке одна из самых лучших трасс, поэтому мне все нравится. Все соперники до единого сильные, у всех хороший опыт в кроссе. Для меня это первый опыт, мне поэтому немножко приходилось себя ускорять, быстрее учиться. Но, в принципе, пока все идет по плану, все отлично. Я думаю,
будем бороться и показывать красивую борьбу. В финальных заездах самым запоминающимся триумфом выделилась 13-летняя Александра Зверева. Девочка занимается данным видом спорта 4 года, но за это время занимала призовые места в различных соревнованиях и на данном турнире стала победителем в классе D3 250. Начало на старте было очень страшно, особенно первый поворот, потому что там находится самый большой замес. Когда стартанули, пришел первый поворот, я поняла, что я иду первой, и мне уже стало не так страшно. А вот во взрослом классе Супер 1600 чемпионом стал Михаил Никулин. С самого начала финального заезда он забрал лидирующую позицию и до финиша не упустил победу. Первый я круг ехал, были у меня помарки из-за того, что я нервничал. А потом, когда я уже подуспокоился, я стал уже ехать в траекторию, и проблем с этим не было. В целом мы удовлетворены, все так по-доброму, душевно, по-дружески, со всеми в заезде мы ехали, старались друг другу не мешать, со злой стороны конкретно. То есть мы ехали чисто, культурно, главное. Призеры и победители первого этапа получили медали, грамоты и кубки в своих классах. Однако участники не расслабляются и уже готовятся к следующему этапу чемпионата и первенства России, который состоится в эти выходные. Ахмед Рамазанов, Адлан Хусаинов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт О войнах в социальных платформах.